Почти 4000 военных и более 200 единиц боевой техники, крупнейший американский десант в Европе со времен Холодной войны и самый большой за всю историю Польши. За ходом переброски внимательно следят не только местные, но и российские СМИ, ведь все происходит возле границ России. Американский военный десант торжественно встретили в Польше. Во Вроцлавском аэропорту приземляется Боинг 747. На его борту 250 американских солдат. Около 2000 солдат 3-й танковой боевой группы, называющейся «Железной бригадой». Загрохотали Абрамсы. Игра механизированными мускулами против России. В первые 9 месяцев этого года запланированы общие маневры на полигонах по всей стране. НАТО перебрасывает силы на восток. Польские СМИ приветствуют силы Альянса. Мы будем укреплять наши трансатлантические связи. Разом бронimy. Будем вместе защищать свободу и охранять восточные рубежи НАТО. Аннексия Крыма и все, что сейчас происходит на Украине, плюс наши соседи в Калининграде. НАТО обязаны реагировать. Вот и реагирует. Российские медиа осуждают и переброску американских сил, и реакцию на это поляков. Военнослужащих бронетанковой бригады США встречают как освободителей, забыв национальную гордость. А вот Вашингтон ни в чем не обвиняют. Мол, это Барак Обама напоследок отправил войска к российским границам, а Дональд Трамп ни при чем. Конечно, это договоренность предыдущей администрации. Еще при Обаме перебросили наземную технику, вовсю готовятся к серии масштабных учений. Все планировалось завершить к концу января, но президент Обама перед уходом с поста постарался ускорить этот процесс. На самом деле переброска войск – это вопрос не только российско-американских отношений. Весь Альянс, то есть 28 стран, поддержал усиление восточного фланга. Впервые о такой необходимости заговорили еще в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым. В прошлом году решили разместить в Восточной Европе силы быстрого реагирования. В рамках операции «Атлантик Resolve» – «Атлантическая решимость». В Литве высадились первые батальоны НАТО. Американцы будут служить не только в Польше, но и на всем восточном фланге, от Эстонии до Болгарии. Программа по усилению военного присутствия НАТО в Восточной Европе предусматривает переброску нескольких тысяч военных также в Германию, Эстонию, Литву, Венгрию, Румынию и Болгарию. Германия и Бельгия уже начали переброску сил в Литву. Британские военные готовятся к высадке в Эстонии, канадцы в Латвии. Кроме них, войска и технику в Восточную Европу отправят также Дания, Испания и Норвегия. Активность НАТО Россия и на официальном уровне, и в СМИ осуждает. Но при этом россиян успокаивают, бояться совершенно нечего. Ну что, начинаем уже бояться? Уже давно коленки дрожат. 4 батальона в случае конфликта не протянут и неделю. Звучит, конечно, грозно, но это скорее такое бронированное плацебо, чтобы восточноевропейские союзники, накрутившие себя до истерики криками «русские идут», не разочаровались в альянсе НАТО.